Привет, это БГУ, один из главных вузов республики. Еще недавно о съемках кино здесь даже не разговаривали, но вот уже во второй раз компания «Масштаб» совместно с правкомом студентов БАЖГУ и студией графического дизайна ММС представляет второй Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино «Кинофест-2016». С вами Руслан Насибуллин. Поехали! Второй раз подряд БГУ становится главной площадкой для проведения нашего кинофестиваля, который из республиканского в этом году стал всероссийским. Приятно осознавать, что команда организаторов фестиваля стала значительно шире. Появилась новая молодая, заинтересованная проектом кровь, как и расширился список нашего многоуважаемого жюри. Получив благодарственное письмо от Союза кинематографистов России в целом и от самого Никиты Сергеевича Михалкова в частности, мы взялись за проект с новой силой, чтобы закрепить предыдущий опыт. А открытие уже стартовало. Герман, Денислам и Миша расскажут об этом более подробно. Привет, я Герман, это Денислам, а это Миша. Мы собрали около 60 заявок со всей страны, от Уфы и до Москвы. Участники из Уфы и ближайших городов смогли лично поприсутствовать на открытии кинофестиваля. О том, как это было, посмотрим в следующем сюжете. Парни, я с вами. Я много чего умею делать. А почему кино не снимаешь? Снимаем, может быть, по вечерам дома. Я снимаю репортаж об открытии кинофестиваля студенческого кино. Ну, так как ЮТВ является прежде всего еще и партнером кинофестиваля, то я жду, может быть, какой-то яркой новости, которая выйдет впоследствии в наших новостях на ЮТВ. И я жду еще ярких впечатлений. Я с удовольствием потом посмотрю короткометражки, которые будут сняты студентами. И мне кажется, сама даже задумка того, чтобы студенты любых направлений, гуманитарных, негуманитарных, снимали кино, это круто. Герой выступает от первого лица, а режиссер и актер. Здесь смысл в том, что от первого лица ведется. Думаю, будет интересно только потому, что в Уфе, я как бы смело так заявлю, да, никто такого не снимает. То есть жанр экшен, я являюсь здесь первооткрывателем, и я очень надеюсь, что люди будут видеть мои работы, им захочется, появится интерес, они захотят сотрудничать и делать что-то совместное, потому что одному здорово делать что-то, но если есть подвижники, это тоже круто. Пока только начало, я сама, как видите, тоже работаю. Вы сейчас срываете наш процесс работы. Думаете, нам это важно? Давайте рассказывайте, что вы здесь делаете. Так, здесь я главный, я кинофестом командую. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? На следующий день после открытия стартовали мастер-классы. Провести которые нам помогали некоторые представители членов жюри, а именно Оператор Артем Айсин, продюсер и режиссер Ирина Бычкова, директор студии звукозаписи «Шоу Тайм» Илья Шленкин. Я Руслан Насибуллин. о том, как это было, расскажем в следующем сюжете. Обычно меня вдохновляют какие-то другие вещи, не связанные со съемкой, например, либо музыка, либо фотография, либо там живопись. Не, живопись в последнее время не вдохновляет. Музыка в основном и фотография, да. Меня вдохновляет само творчество. То есть мне нравится что-то создавать, нравится это делать, чтобы не просто так, а чтобы у этого творчества были зрители. Ну и, конечно же, меня вдохновляет моя семья. Ну, на мой взгляд, прошло все неплохо. Вот.
ощущалась некоторая неопытность в проведении образовательных программ, вот, потому что это не мой профиль, но в целом я доволен. А вот если студенты к вам обратятся, вы им поможете? Конечно. Бесплатно? Провокационный вопрос. Так, возможно. Кому-то бесплатно, кому-то нет. Не знаю, смотря зачем обратятся надо. Итак, кинофест стартовал. Участники снимают фильмы, а организаторы работают над процессом. В следующем выпуске мы подробно расскажем о членах жюри, партнерах и еще кое-что интересное. А на этом все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Пока.